Сегодня в этом отеле проходит практическая конференция для руководителей и специалистов образовательных организаций, на которую приглашена и делегация из Абхазии. Сегодня мы узнаем, как эмоции и гнев педагога влияют на воспитание подрастающего поколения. Моя основная задача, не научить вас работать вот так. Вы лучше свою работу, кроме вас никто не знает. Моя задача вам дать еще такие инструменты, которые вам помогут вашу работу где-то облегчить, где-то усложнить, но чтобы она была более продуктивная. То есть моя задача в первую очередь именно вот такого формата. Главный специалист Министерства просвещения и языковой политики Абхазии Сильватбар рассказала, по каким критериям отбирались руководители образовательных учреждений и какова главная цель участия в конференции. Делегации наши принимают участие представители всех районов. С каждого района по одному человеку директор школы и управляющий детским садом. Здесь принимают участие многие районы с Российской Федерации, многие регионы, представители различных школ, представители разных городов. Естественно, нам не безинтересно послушать то, как они ведут образовательную деятельность в своих учреждениях. И нам интересно перенять их опыт и самим продемонстрировать наши навыки, показать и рассказать о том, как мы тоже работаем. Естественно, Министерство просвещения нацелено и в дальнейшем развивать такие отношения и работать в этом направлении. Тема семинара – эмоциональный интеллект руководителя или что нужно знать о своих эмоциях и эмоциях коллег. От руководителей российских образовательных организаций, от членов абхазской делегации поступало много вопросов различного характера. Возможны ли эмоции на работе при общении с детьми и коллегами и какие существуют методы в управлении ими? Пожалуй, главные из них. На самом деле, там вот она рассказывала про эти этапы. Есть какой-то этап, который можно пропустить, а потом все равно это надо высказать, конечно. В себе держать эмоцию нельзя. Вот то, что я для себя сегодня вытащила из этого тренинга. Есть мысли, есть, конечно, о чем поговорить. Я думаю, мы еще будем разговаривать. Конечно, это же плюс для моей работы. Хотелось бы, конечно, все это использовать в моей работе. У меня есть уже вопросы, которые я задам моим учителям в коллективе. То есть есть наметочки такие. И я думаю, что это будет только впрок и полезно всем. Тренинг проходил в формате игр и тестов, в процессе которых возникали и спорные моменты. К примеру, педагоги пытались выяснить, возможна ли единая система преподавания во всех школах мира. Этот вопрос для участников конференции остался открытым. В принципе, одни и те же приоритеты у нас в образовании, те же направления, так как мы имеем, в общем-то, опыт работы с детьми все, с младшими дошкольниками, с дошкольниками, со школьниками, со студентами. Поэтому в моем общении с этой делегацией речь шла о том, что детей мы воспитываем одинаково и развиваем одинаково. И общее направление у нас. И мы эти общие направления, естественно, должны между собой обмениваться опытом работы, развивать и идти в одну ногу, в одном направлении. Почему? Потому что все складывается от общения близкого педагога с детьми. Не будет этого общения, не будет собственного примера, не будет собственного участия в развитии этого ребенка, не будет, в общем-то, и развития ребенка. Поэтому я думаю, что мы правильно двигаемся, правильно сотрудничаем. Наша конференция позволит нам расширить наши границы, и все будет в порядке. По мнению спикера конференции Дианы Валюлян, тренинг прошел очень продуктивно и с его участниками удалось наладить обратную связь. Безусловно, такие встречи должны быть регулярными. Сегодня была крайне активная у нас конференция, так как тема затрагивает именно проблематику, касающуюся каждого участника, в том числе и делегация с Абхазии. У нас настолько было сейчас открытый разговор, открытые темы, болючие темы, которые отражают работу именно педагогов, так скажем, в школах, в детских садах. И та необходимость именно пообщаться, именно поделиться, и, конечно же, отработать инструменты в практике. Отработать инструменты в практике, она в себя подразумевает включенность, умение сказать свое мнение, желание поделиться своим мнением. Вот это важный момент. В рамках конференции участники абхазской делегации наладили контакты с руководителями российских образовательных организаций.
Аманда Поня, Арина Гухава, Абхазское телевидение.